Эй, салам алейкум. Валикум ассалам. Как дела, Игорь? Все, слава богу, с тренировки лечу с тренировки по другим делам, но мы с тобой договаривались сделать эфир, рассказать о том, соответственно, где ты будешь, что ты будешь, кого будешь бить. Поэтому давай, Вусик, мы с тобой начнем. Ты с 2019 года ведь не дрался, правильно? Да. Соскучился? Очень-очень. Я сам соскучился, и все мои болельщики уже требуют выступать. Ну, прежде всего, это связано с пандемией, которой моя большая пауза была, которая охватил весь мир. И после пандемии был тоже такой процесс восстановления. И вообще-то я был готов до пандемии, и после пандемии я был готов биться за чемпионский пояс М1 Global, но как-то М1 Global не смогли по каким-то причинам организовать турнир, и мы долго ждали этого турнира. Да, но у них вообще проблемы сейчас, я так понимаю, серьезные. Ты, кстати, их боец еще, да? С контракт у тебя есть с ними? Нет, в конце концов, это А, срок контракта с М1 мгм. Global. И вот мы с командой решили подписать менеджерский контракт с Аятом Абдурахмановым, менеджерский Мгм. компания То есть, Урбан. то есть с Руби, да. Да, вот так. Какие-то есть предложения, где подраться, потому что, но при всем, что у тебя неплохой рекорд, у тебя нормальная статистика в последнее время, ты 2 года не дрался. Очевидно, что тебе как минимум один бой надо подраться. Думали ли вы над этими вариантами? И как ты думаешь, надо ли тебе драться как раз перед тем, как куда-то подписываться, там, скажем, более серьезную организацию? Ну, да, конечно, наша задача является попасть в UFC. Но сейчас мой менеджер рассматривает лучшие варианты. Мы недавно общались, но есть предложение в разных организациях. Сейчас рассматриваем лучшие варианты. Ну, если сидеть в UFC, сидеть контракт UFC и ждать, это тоже глупо. Из-за этого мы сейчас рассматриваем, которые предложения в разных организациях. Ну, ждем в скором будущем. Думаю, мы выберем достойных вариантов, которые нам нравятся и устраивают. И будем радовать наши болельщики, думаю, иншаллах. Слушай, я точно думаю, что там есть One FC. Я допускаю, что там есть среди предложений One FC. Я думаю, что там, в принципе, должно быть предложение от ACA. Я допускаю, что оно должно быть. Есть ли там Беллатор? Интересен ли ты Беллатору? Ну, называть тоже не буду, но есть, который ты рассказывал э, в организациях. Ну, посмотрим сейчас, какой будет. Сейчас знаете, сейчас все организации хотят там 4 боя, там долгий контракт заключить. Да. Но есть предложения, которые на один бой можно заключить контракт. Есть предложения, которые не держат вообще. Ну, 4 боя даже мы подпишем, если там высшая организация требует мне. Ну, там, например, предложение Да. или может отпустить. Такие варианты тоже есть. Сейчас рассматриваем вот все. До этого я же двухмесячные сборы провел в Дагестане и Дубае. Я должен был драться один из промоушенов, но соперники не нашли. А я сейчас приехал в Кыргызстан и сейчас тоже продолжаю подготовиться, не останавливаясь. То есть ты готов выскочить вообще в любой момент, по факту? Ну, да. Ну, я Организм 2 раза готов. всегда поддержал вес. Вот, когда я в сборах был тоже, я спускался 72-73 где-то, даже так я держался. Ну, сейчас в родном месте приехал и покушал, чуть-чуть поправился, но форма, думаю, нормальная, думаю, потому что сейчас здесь тоже домашнее задание сделаем. Думаю, я готов выступать.
А то я как раз думал у тебя спросить, как ты на бургеры смотришь, на сладкое, хотя у тебя там домой приедешь, небось там это самое, за день раз 7 есть приходится, да, на Ну, домашних харчах. ну, конечно, здесь все родни приглашают, то, которую, когда сразу встретились, сразу на кыргызская еда всем известна, наверное, вы тоже здесь, ну, в будущем приедете, посмотрите, как наши еда вкусные. Здесь, которые Плюс приезжающие 10 все, килограмм, короче, да, я понял. ну, да, ну, под 80 есть, конечно. Естественно, есть. Вот так. Да, да. Как ты же наверняка следишь за своим дивизионом в UFC. Как тебе ребята, которые там дерутся? И там сейчас, знаешь, такая интересная ситуация, при которой забит Магомед Шарипов вообще не удел, по сути, да, то есть он тоже долго не дерется. Там такая сложная история. Как тебе Мгм. дивизион? Сейчас Макс, как вы видите, Макс Холлоуэй, я думаю, он если в таком темпе пойдет, он опять станет чемпионом, думаю. Потому что последний бой с чемпионом был, он отправил нокдаун, да? Нокдаун отправил, потом хорошо провел. Ну, где-то, я думаю, равный бой показал за то, что он чемпион, оставил этот пояс, да? Думаю, в этот раз, если состоится их реванш, думаю, Макс доминирует, думаю, в этот положении. Да, Макс, конечно, страшный. Слушай, как он с Катером подрался, там говорит страшное количество ударов, это просто ужас. То есть я Ну, не понимаю, откуда. он действительно еще набрал в руках набрал, да? Да, Еще да, есть такое. борется. Слушай, допустим, ты попадаешь в UFC. Там дерутся наши ребята в твоем весе, в том числе там Зуба Тухугов, да, Мавсар Евлоев там дерется, Забит дерется. Но Забит чуть выше, да, понятно, что там. Но, допустим, ты можешь там попасть на Зубайру или на Мовсара. Будешь ли ты с ними драться? Хороший вопрос. Ну, я всегда хотел подраться за океаном, потому что у нас достаточно соперники за океаном. Например, вот Нейт Ландвер, тоже Мавсаром, срыв был их бой, Да. именно до боя 8 часов, что ли, вот так. Например, есть вариант, который незавершенное дело, это с этим у нас Ландвером. Из-за Да, да, этого да. я попросил бы, если и все попал бы, первый же бой, я попросил бы Ландвера. Мгм. Посмотрим, кто был лучше. Он выскочился в UFC, и вот турнира нету. Хотя мне наши земляки считают, что ты народный чемпион, но надо доказывать, чтобы бить чемпиона. Из-за этого мне Мгм. интересно будет, если в UFC попаду Ландвером драться. Мгм. Так, ты давай не соскакивай с вопроса. А если Тухугов или Евлоев? Ну, если они согласны со мной драться, я буду рад. Я буду драться. Если они согласны. Мгм. Вот. Понял, понял. Слушай, а на Ландвера у тебя есть, да, такой? Ты сразу так, глаза у тебя чутка загорелись, там все, то есть ты можешь там газовать, если на него попадешь. Ну, конечно, газовать будем, потому что как и мне он как очень там как хорошо дышит. Последний бой неплохо провел. Тоже он так рубка любит такие. Но я хочу с ним подраться и свою технику показывает. Был бы когда-то он дрался, последний у него защита М1 Global был Лежновым. Лежнов 2 раунда выиграл, потом он сдох просто и сдавался, короче. А я как с тем Мгм. Лежновым, как я дрался, вот, сравнивать. И в этот бой, ну, у меня есть шанс, да, думаю. Ну, у него тоже есть шанс. Из-за этого мне очень интересно с ним подраться, Мгм. если Уж как с UFC буду английским у тебя? сначала. Как у тебя с английским? А когда я в сборе был, чуть-чуть оставил, если честно, там думал только тренировки, я думал, ну, в режим соблюдал тоже, и из-за этого я чуть такой был. А когда дома, вот, у меня будет время, то изучать английский язык, Мгм. а там все русский язык,
А когда в Дубае был, чуть-чуть общался, вот так практиковал. Ну, то есть в магазине там можешь, да, туда-сюда, там, спасибо, пожалуйста, там, заказать. Ну, конечно, конечно, конечно. Thank you very much. Навыки есть. Welcome to... Навыки есть. Ну да, конечно. Если что, сразу на кыргызский можно переходить. Ну, так, чтобы никто не понимал, о чем речь. Ну, знаете, как по английски разговариваю, походу показываю с рукам, короче, чтобы им было понятно. На жестах. На жестах. Мгм. Слушай, а не было ли у тебя желания, ну, знаешь, как сейчас принято, сейчас такая, конечно, сложная ситуация, но многие ребята получают сначала визу в Америку, летят туда, там тренируются, там либо ждут, да, получают там рабочую визу, и уже, соответственно, подписываются там объективно, там, либо в UFC, там, либо еще в какие-то организации местные, да, чтобы попасть в UFC уже там. М. Не было ли у вас такого плана, может быть, вы с Саятом обсуждали такой вариант, чтобы Ну, туда поехать? да, мы обсуждали в этот вариант тоже. Ну, сейчас посольство, не знаю, открыто или закрыто, но Саят был готов отправить мне приглашение из Америку. Мгм. Потому что у их организация, вот менеджерский, Урубайс, это Америка, наверное, находится. Да, да, да. Они готовы отправить, но я сейчас не знаю, надо интересоваться здесь, как посольство открыто или нет еще. Сейчас связанная пандемия закрывает, опять закрывает, говорят слухи, третья волна, вот такие, ну, беспокоит людей. Мгм. Конечно, плохо. Думаю. Консульство открыто в Казахстане и в Дубае. О, будем знать, спасибо. Даю совет, как говорится. Да, так что, видишь, это, ну, тоже такой вариант, знаешь, попасть в UFC, то есть через Америку, получать там визу, тренироваться параллельно и все такое. Там. Ну, когда я Такой план. был, Мавсаром общался, у него же виза есть. Да. С ним Да. общался, я в Америке тренировался, 2 месяца тренировался на боях в Ландвере. И говорят, там Мгм. 10 раз лучше подготовка проведешь, говорят. Хорошие, короче, ну, спарринг-партнеры, и климат, и тренировочные по плану, ну, плану все. Витаминизация, Мгм. медицина, это все заходит на этом, думаю. Ну, Мгм. Да, интересовался. да. Есть в планах Америка попасть, там дальше больше двигаться. Мгм. Слушай, общался ли ты с сестрами Шевченко, или, может, вы вообще общаетесь там в директе или что-то такое? Есть у вас какой-то контакт? С Шевченко нет, я не общаюсь лично, если честно. Но я подписан, слежу, лайк поставлю и так далее. Потому что он же Мгм. является чемпионом UFC из Кыргызстана. Да. Э, из-за этого я уважаю ее карьеру. Мгм. Мгм. Слушай, когда она танцует лезгинку, значит, вот она мне как-то рассказывала, что она когда танцует, она чувствует гордость, знаешь, там за народ, там за страну. У тебя, вот ты когда видишь, когда она танцует лезгинку, у тебя такие же ощущения, что, ну, то есть за страну? Есть такое чувство? Ну, лезгинка это кавказские танцы, Ну думаю. да, да. Я чувствую такое только когда когда она поднимает кыргызский флаг. И все. Мгм. А когда она танцует, это козырь, да, фишка какой-то там ну, показывает людей, что она спокойно танцует, тоже расслабленная, да, типа так. Я Мгм. тоже, любого бойца есть свои фишки, которые отпускают, кто-то агрессивный пойдет, кто-то там спокойнее, кто-то танцует, вот эти все, такие есть моменты. А у тебя какие? Ну, у тебя есть какой-то ритуал, может быть, или вот то, что ты обязательно делаешь, там, перед боем, или что-то вот Да, такое? ну да, у меня всегда чуть-чуть агрессивный подход на этом. Я очень серьезно рассматриваю, но в том же время я не толкаю, ну, такое лишнее движение не делаю. У меня будет концентрация только на бой, на соперниках. Я всегда думаю перед боем, который мы сделали тренировки и поставили геймплан. Когда я Мгм. на бой, всегда думаю об этом. Когда рассказывают, тут, например, представляют Бусурманкол и так далее, да, вот так, тот момент тоже я думаю, что первым же минуте, что я должен делать, мои задачи, я на этом думаю очень много. Из-за этого я чуть-чуть чувствую себя увереннее за то, что у меня есть план. Как говорится, правильный поставленный цель, половина успеха. Из-за этого правильный Мгм. поставленный план, это половина победы, думаю. Мгм.
Слушай, на турнир UFC в Бишкеке, как ты думаешь, это реально когда-нибудь? Ну, я думаю, да, реально, почему нет? Почему нет? Сейчас в мире все развивается. Например, ну, там, 3, 4, 5 год назад турнир в Москве, там, все думали, не будет, будет, не будет, а в Мгм. Казахстане тоже чуть не состоялся, а почему нет? Если сейчас у нас есть 3 представителя из Кыргызстана, если мы тоже доберемся до UFC, иншаллах, думаю, это возможно провести UFC Мгм. Кыргызстан. Мгм. Так, смотри, я упустил один момент. У тебя есть какое-то прозвище бойцовское, которое тебе дали когда-то или дают, ну или дали в последнее время, которое ты сам бы использовал? Но когда я впервые в зал приехал, я из района Чумалая, из Аулы, ну, М, район там да, да, такие. да. А меня сам Кенжебек Чекиров, мой тренер, назвал, увидев меня, назвал. Ты откуда, говорит? Я из Чумалая, говорю. Он говорит, смотри, Алай это один из великих народ, Да. воинственный народ. Для этого давай тебе поставим прозвище Алай. Алай это Мгм. как горец, да? Вот как Мгм. перевод, ну, Да. ближайший перевод, вот так, короче, как горец. За это я гордость ношу это прозвище. И я рад, что у меня есть такое прозвище. Майкл Баффер надо учить уже, потому что скоро, как говорится, придется. Обязательно это. Когда попаду, Ой, обязательно. слушай, я как представил сейчас, как он имя твое будет выговаривать. Да, у меня даже сложно, русский не может там до конца озвучивать, потому что сложные имена, из-за этого надо обязательно, когда попаду в UFC, перед боем обязательно я его, думаю, предупрежу, чтобы он полностью мое имя озвучил. Да-да-да, обязательно в отеле встретишь, четко выучите, два-три раза он повторил, чтобы при тебе, Да, как говорится, чтобы знал. Самое, если самое главное. один из моих мечта, когда когда-нибудь Брюс Баффер мое имя там озвучивать в арену. Мгм. Я- Он, кстати, очень крутой мужик, он сам тренируется, у него стойка очень хорошо поставлена. Так что, дядька, будь здоров, как ну, говорится. Мы с ним пару раз завтракали, я помню. а, Рассказывал мне. а как у тебя английский хороший, да? So-so. So-so? Окей, Yeah, sometimes good, sometimes no. окей. Понял, понял. But I can speak with guys. So Ну, как ты, жестами примерно. То есть могу, знаешь, словарного запаса иногда, если честно, может не хватать, но в целом, знаешь, я когда, прошу прощения, я когда начал проводить эфиры, я поговорил с Майклом Чендлером на английском в прямом эфире, с Добером мы говорили на английском, мы сделали с ним недавно интервью, это соперник Ислама Махачева, я скоро выложу наше интервью. Мы поговорили там с Кэт Зингана, такая есть звезда, в UFC дралась, на английском языке 40 минут мы разговаривали. вау. И знаешь, то есть здесь самое страшное на самом деле, это то, что ты стесняешься, либо боишься. А когда ты в это влезаешь, ты уже понимаешь, что надо говорить, и вариантов нету никаких больше. Единственный, с кем я говорил и вообще ничего не понял, это Питер Квилли, есть такой парень. Это Мгм. друг Конора. У него ирландский акцент. Я вообще нифига не понимаю, что они говорят. Я просто ничего не понимаю. А. Ой, Ну так да, что вот, вот с этим есть проблемы. ну говорят, вот я, ну, как, когда я в Дубае был, там тоже пацан рассказывает, вот русский язык намного сложнее, говорит, чем английский. Сто Английский ты процентов. можешь учиться месяца два, говорит, или за месяц ты можешь чуть-чуть там разговаривать, если у тебя там есть желание, говорит. Ну, сейчас Да, посмотрим. Сейчас у нас ближе. Еще я что хочу? Я хочу арабский, давай. арабский научиться, потому что О, когда священный Коран, когда читаешь, я хочу это читать просто сам. Из-за мгм, этого Рамадан месяца я хочу изучать все это арабский этот алфавит. Я хочу читать это тоже. сильно. Просто саморазвитие хочу. И также, Мгм. конечно, есть всегда голову напрягает, что английский надо. Всегда вот так. Обязательно. Обязательно. Смотри фильмы с Ага. субтитрами, очень сильно помогает.
Вот. А я, знаешь, как на самом Мгм. деле начал говорить по-английски? У нас на работе нужно было позвонить одному человеку, который говорил по-английски. И не было никого, кто мог бы это сделать. А я не знал особо английский. Я говорю, ну давай я позвоню. И все. И потом я начал что-то нес ему там половину на русском, половину на английском, половину не понятно ни каком языке. Это было лет 6 или 7 назад. И с тех пор, ну, я спокойно говорю, и, в общем, ничего страшного, и нарабатывается просто практика, слова запоминаются в голове, и все. Видишь, и сейчас дошло до того, что я вошел, я сейчас в комиссии Беллатор по формированию рейтингов бойцов работаю. Вау, поздравляю, Так что, поздравляю. пацаны, кому рейтинг там надо подкрутить, ну, цифры Всё, мои есть там. обязательно, обязательно. Да, да, так что видишь, ну то есть мы с ними долгое время общались по-английски, и они понимают, что, ну, можно мне довериться и все такое. Там всего 6 человек, по-моему, журналистов, и из Да, России только я, так что, вот. поздравляю, очень круто. И Да, поднимаешь, да. поднимаешь. Улетаешь. Работаем, главное стабильно идти вверх. Да, что у тебя Инстаграм отобрали. Надо вернуть его срочно. Да, смотрите, кстати, ты правильно что вспомнил. Вот смотрите, это моя вторая страница, основная страница. Сейчас с нее сняты. Там, короче, такая тема случилась, что накидали жалоб туда за Мгм. контент. Сейчас мы их сняли, и в ближайшее время должны вернуть страницу, поэтому, ну, то есть мы над этим работаем. Но пока я здесь, все новости здесь. Сейчас мы еще телеграм-канал, даст Бог, сделаем там. Я вернусь в YouTube, куда буду заливать все интервью, в том числе и наши с тобой. Так Да. что, кто до сих пор почему-то на меня не подписан, блин, это ваша промашка. Да. Срочно подписываемся. Друзья, подписывайтесь. Игорь, как дела? Лучший журналист. Топите. Рахмат, бро. Рахмат же, правильно? По-кыргызски. Все правильно говоришь. Все правильно говоришь. Рахмат. Все, знаю чуть язык, видишь, тоже разбираюсь немного. Да. Это Ну так, нашему. Нашему. давай мы зафиксируем. Значит, Мгм. 21 год. Ты ставишь себе цель подписаться в UFC, правильно? Да. Вот, то есть в конце 21 года мы с тобой связываемся и, так сказать, уточняем успехи, реализацию целей, правильно? Подписался, не подписался, почему, ставим оценки. Да. Ну почему нет? У меня не только там планировано там год, 2 года. У меня есть большие планы, которые сделаю на 10 год, на 20 год. Я планирую стать каким-то быть. Из-за этого у меня есть всегда план. Но у меня один из первых же план был 2020 года или 2021 года. Я должен был попасть в UFC, когда я начал карьеру. А сейчас вот такие ситуации были, которые пандемия, год туда-сюда ушли. Может 22-го, может вот в конце 21 года. Потому что я сейчас уже готов вернуться, да, через, например, апрель я буду выступать, Мгм. месяца там восстановление, опять хочется уже выступать чаще, потому что ты должен идти вперед и вперед, а когда на место остаешься, это плохо, это знаю. Но как я думаю, как я боец вырос, вырос, но это надо делами показывать, когда бои будет, вы увидите, иншаллах. Все, зафиксировали. Пусть все вопросы. Я тебя рад видеть. Спасибо тебе, что нашел время, что мы пообщались. Людям рассказали, где ты, что ты, как ты и что будет. Самое главное. Да, это самое главное. Большое вам спасибо, Игорь, как дела? Вам тоже удачи, чтобы вернули вас страницы. Подписывайтесь, друзья. Всем ассаламу алейкум. Пока-пока. Хорошего вечера.